Итак, у нас снова татарская футбольная лига. Полуфиналы. В первом полуфинале играли Дуслар с командой Крылья Советов. Счет получился разгромным, 8-2. Не знаю, заслуживал КС разгрома или нет, но по игре было поначалу, по крайней мере, 10 минут. Обе команды смотрелись неплохо, имели неплохие моменты и те, и другие. Но Дуслар забил первый гол, потом сразу же второй. В конце первого тайма КС отыгрался 2-1. Потом во втором тайме были некоторые возможности, чтобы КС сравнять счет, но они не смогли. После Дуслар забили 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1. И в конце уже также в концовке, только не первого, а второго тайма, КС забил второй гол. Итог 8-2. Уверенная победа Дуслар. И Дуслар в финале.
Итак, здравствуйте. Здрасте. Фамилия как ваша? Балателли Марио. Марио. Так, команда Крылья Советов проиграли 8-2. Как проиграли? Я уже думаю, неправильно сказал, стали. Что случилось? Ну, немножко неправильно была расстановка перед игрой. Побежали вперед после того, как 2-1 проигрывали. Ну и дальше уже у них есть нападающий такой сильный, Камиль зовут. Он все сделал. Спасибо. Так, пару слов по турниру. За третье место приедете играть? Посмотрим. Постараемся приехать, конечно, поиграть, если хорошая погода будет. У нас команда, в принципе, неплохо смотрелась. Кого-то не хватало, может? Да, одного игрока вот нету, он уехал к семье, не смог приехать. Ну ладно, будущих побед вам. Конечно, спасибо. Это мой Дуслар. Дуслар Мордаль. Итак, у нас игроки Дуслар, чуть поближе станьте. Рушан и Ильгиз, даем интервью, поодиночке снять. Пару слов о матче, Ильгиз, пару слов. Мы в финале, это хорошо. Счет прямо, я просто поражен. 8-2, никто не ожидал. Ни Дуслар, ни команда. Не Барс. Не, команда. Крылья Совет. Да, Крылья Совет. Я думал, будет тяжелая команда. Мне показалось, что после того, как мы вели 2-1, будет ничья, 2-2, и там будет тяжеловато. Но нет, наши нападающие очень хорошо сыграли. Камиль в том числе я закидывал, он постоянно цеплялся. Ему было легко проходить защитника, попадал в ворота. Ну и вратарь в некоторые моменты помог убрать, но сыграл не очень хорошо. Как на экзамене без этого. Рушан, пару слов ты скажи, что по матчу как? Тяжело Ну, было? игра была такая тяжелая на самом деле. Первый тайм легко удался, конечно. Ну вот отрезок второго тайма, там минут 5, нам было тяжело, потому что счет был 2-1, скользкий счет был. Если бы они реально забили, я соглашусь с Ильгизом, нам бы реально тяжело было 2-2 счет. Мы бы сейчас начали, я бы особенно, у меня коленки трястись начали. Салям алейкум. Поэтому... Это противник наш в финале. Мы его изучили полностью, досконально. Соглашусь с соперником, что у нас есть хороший, сильный нападающий, это Камиль, который реально помог нам выиграть, потому что реально 2-3 важных мяча он забил. Ну и Как потом вам? команда побыла, конечно. Как вам в общем турнир? Турнир. Ну команда сильная на самом деле. Я Было доволен. интересно играть. Я доволен турниром, мне повезло. Мне хочется, конечно, первое место занять. Из 8 матчей я 4-0 сыграл. Пропустил в прошлом матче 1 был, а в этом 2. Значит, в финале 3. Не дай бог. Не, финал будет тяжелый. Посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Да, Барс вышел в финал. Мы играем с Барсом, они выиграли сегодня 5-3. Блин, ты хэп, бля. Да, 5-3 они выиграли. Ну, посмотрим, что будет. Ну реально. Болит Дуслар. Ну ладно, встретимся в финале. Во втором полуфинале играли команда Алмаз и Барс. Барс выиграл 5-3, хотя по матчу по счету проигрывал. Дважды 2-0 проиграл, 2-1, потом 2-2, потом 3-2 проигрывал, потом сами себе забили 3-3 и еще пропустили 2 гола. И Барс в финале с командой Дуслар по матчу можно сказать, что Алмаз играл хорошо, забили быстро 2 гола. Выделяются у них вот 13 номер Сидиков и Бедрединов Ильдар. Также Наиль Мигдятов забил гол. Вот. Ну, неплохой матч, но что можно сказать, что некоторые как посчитали, что из-за ошибки судьи сравняли счет 2-2. С этим я не могу не согласиться, как бы сам видел матч. Да, там, возможно, был фол, хоть было и на другой половине поля. Ну, может, это и сказалось, но хотя после этого все равно Алмаз забил, 3-2 повел. Нелепый гол сами себе забили, и в конце уже просто, может, сил не хватило, просил еще 2 гола. А Барс доказал, что он сильная команда, что команда Рената Абдурахманова попала в финал, с чем их поздравляем. Ну, Алмазу удачи в матче за 3-е место.
Итак, у нас Эльдар Бедригенов, команда «Алмаз». Проиграли 5-3. Пару слов по матчу. Сейчас, подождите секундочку. Можно потише? Потише, можно? Интервью беру, потише. Что сказать? Погромче. Ну, в первом тайме игра была под наш диктовку. Забили 3 гола вроде, повели 3-1. Вот. Ну, 3-1 не было, наверное. 2-1 вели, 2-2. 2-1, да, вот. Ну, мы вели в счете в первом тайме, вот. Пару моментов там судья пару раз не свистнул. Вот, и когда нас забивали гол, был фол. Он не считал, вот, переломный момент. Ну, вели 3-2 вроде, потом сами себе забили вроде, да, рикошет? Да, бывает. Что в общем о турнире? Хорошая организация. Вот интервью даже берут. Даже? Да. Ну, расстроили сильно или как? Ну да. Но зато против Дуслар не будете играть в финале, да? Хотелось бы сыграть. Ясно. Да. Ну ладно, Ильдар, спасибо. Фамилия? Подожди, притча, нормально? Да. Подожди, не снимай, подожди. Итак, Михаил Хатимов, команда «Бар» с победой. Спасибо. 5-3 как? Без шансов или как? Нет, волевая победа была. Ребята боролись. Вот Наиль боролся тоже. С мячом, правда, но ладно. Ну а так, довольны результатом. Будем настраиваться на Дуслар. Там, говорят, пленные парни. Приятные. Военно-пленные. Да, военнопленный. Один из них камеру держит. Самый пленный. Так что... Ну вы, если помните, 3-0 поражение от военнопленных. Ну, мы тогда вы тогда в супер военнопленные были тогда. Сделаем выводы и посмотрим. У вас рамиса не будет, да, я как слышал? Да нет, нас все будут подъедут. В субботу не может, сказал. Не может? Да. Ну ладно, значит мы подвезем Рустика. Осталось? Осталось 2 команды. Ждет финал вас. У меня 5 минут еще. Дуслар Барс.